Этот фильм в Центре детской хирургии в Душанбе. Его создатель и руководитель – член-корреспондент Академии наук Таджикской ССР профессор Азам Таирович Пулатов. Дети всегда остаются детьми. Сложные операции позади, и берут верх непосредственность и любопытство. Мы выбрали героем человека, деятельность которого многогранна, а внутренний мир удивительно богат. Пулатов хирург, но только ли оперирует? Мы, хирурги, всегда ищем в больном, в своем пациенте, союзника. Есть такое правило. Когда доктор приходит к больному, он говорит: нас трое. Я, ты и болезнь. Вот если мы с тобой объединимся, то мы переборем болезнь. Значит, это доверие больного к врачу. Если этого доверия нет, то результат будет сомнительным. А вот это ощущение удовлетворения, нужности твоей специальности у детского хирурга все-таки больше. Потому что иногда вот привозят в очень тяжелом состоянии детишек. Очень приходится много вкладывать в них. Сил, энергии, все. И вот когда он уже выписывается, мы с ним настоящие друзья. И расставаться жалко. Говорят, что настоящий доктор боль окружающих воспринимает сердцем. Он должен быть доктором от Бога. Он должен быть, прежде всего, хорошим человеком. Конечно, врач должен быть хорошим человеком. А как может быть иначе? Потому что если страдание больного не трогает врача, то не будет качественной помощи, если так можно выразиться. Особенно ребенка. Ну, ребенок – это особая статья. Понимаете, беспомощность ребенка обезоруживает кого угодно. Особенно маленькие дети. Они же не вступают в контакт. Не может пожаловаться, болит у меня или не болит. Это все должно быть на душе у хирурга. У нас был такой случай. Ребенок полез на высоковольтный электрический столб, и там ударили, он повис там 1,5 часа. Получил электроожог. У него потом поступил к нам через 1,5 часа от момента, когда он там находился в тяжелом состоянии. И нам пришлось очень бороться за жизнь ребенка, вывести. Потом на 3-й день перевели больного в ожоговый центр. Потом он выписался. Оказывается, он выписался, потом говорит: я хочу на своего врача посмотреть. Вот у нас была девочка Очилова с эхинококком легкого, у которой прорвался эхинококк, и она, по сути, эта жидкость затопила ее. Вот мы ее попытались вывести из этого, остановка сердца была, мы запустили сердце, а дыхание не восстанавливалось. И вот мы на аппарате, который приспособлен для оказания кратковременной помощи, держали ее больше 3 суток на искусственной вентиляции, и она начала сама дышать, а затем мы ее видели уже взрослой девушкой, не девушкой, а молодой мамой в Колхозабаде. Вот когда приезжал к нам профессор Долецкий из Москвы, мы ему в Колхозабаде показывали эту девочку. Иногда действительно наступает какое-то отчаяние во время операции, думаешь, ты ее не закончишь. И все-таки приходится себя брать в руки и заканчивать эту операцию. И сейчас отец приехал и говорит: Валентина Акимовна, мой сын настоящий джигит. Он ездит на машине, отдыхает, гуляет, и никто не верит, что ему делали операции. Понимаете, это для вас большая радость. Давайте другую клинику, я бы не согласился. Потому что в этой клинике рос, я развивался, понимаете? Это любимая моя клиника. Так что, поэтому я не хотел бы пойти в другую клинику. Ну, я думаю, что специальность врача – это одновременно и
педагогическая работа, очень большая педагогическая работа. Ведь не всегда же лечит операция, лекарства. Доброе слово – это половина. Евгений Хамидянович – это какая-то вот особая, какая-то собранность, интеллигентность, доскональность в изучении любого вопроса. Борис Александрович – это настолько надежный человек, хирург он великолепный. А Валентина Акимовна, можно сказать, что у нее нежные золотые пальчики. Вот говорят, золотые руки. У нее золотая голова. Нашему коллективу, наверное, было бы очень трудно, если бы не было Евгения Медведевича. У него очень большая какая-то любовь к вопросам организации. Раиса Ивановна – это честнейший человек, это труженица. Я вот все время говорю, что мы с вами лечим ребенка больного. На остальное время не хватает. Ну, пожалуйста, будьте внимательны к родителям, потому что за каждым ребенком, ну, минимум где-то 4-5 человек стоит, которые не спят, которые ходят вокруг корпуса. Давлятовой, это перитонит, да? Зеленского района. Да, переложили там перед рано? Переложили перед рано. Значит, оказалось, контрастировали не там, затем катетеризировали, повторно пошли контрастировать, там не получилось у нас после. Это сколько дней после операции? 4 день. Просто 4 день. Получается, сказка про головочка. Опять повторяется все. Так, автора нет, да? Автора нет. Автор со студентами. Черт знает, что получается. Не с кем даже говорить на эту тему. Кто сегодня дежурит с хирургом? Очень хорошо. На ловца зверь бежит. Ну, может быть, действительно, вот как все сейчас говорят, сейчас прям с утра дать контраст и сделать на этом фоне, где ты, ну, в полусидячем или вертикальном положении, это пойдет и за обзорный снимок, и за исход контрастного вещества. А потом это сам посмотреть где-нибудь часа через 2-3, еще снимочек сделать, как контраст продвигается. Мне думается, что надо ее брать. Мы дальше теряем время попросту. Потому что парентеральное питание – это до поры до времени. Мне в жизни очень повезло с учителями. Вот после окончания института в Москве я был оставлен в клинической ординатуре. Первый мой непосредственный учитель, который буквально вел меня за руки в хирургию, это был ассистент Александр Иванович Смирнов. Он ко мне обращается не больше, не меньше, как: я приветствую крупнейшего ученого-хирурга нашей страны. Вот. Тебе пишет старый русский врач. Вот такое обращение, галантное обращение. Действительно, вот у него я учился вот этой вот педантичности. Это не... А какой лечение, кроме бронхода, не понял? И вот смотри. И тут все-таки получается вот треугольник получается на обзорном. Корни, да. Корни. Нижней доли. Значит, нижней доли сюда. Не очень спокойно. В левой стороне, это правой стороне. А вот справа несколько, вот, ну, тоже в пределах где-то... Это не строгий фас. Это не строгий фас. Не строгий, Не да. строгий фас. Москва Александрович считает, что это никаких изменений нет. Но по выписке у них перенесены изменения в волософокальной деструкции только слева. А слева по пике вот, вроде изменений нет. Почему надо быть под гипнозом того, что был благодаря тому назад? Да, все-таки его уложим. История хирургии знает много случаев, когда, как вот вы задавали вопрос, когда технически все сделано,
А больной не верит. Хотя, может быть, технически сделано на высоком уровне. Но все равно болезнь осталась. У него нет этого удовлетворения. Нет вот до конца, что ему сделали все, что необходимо. И в этом плане дети являются благодарными. Вот когда плохо, действительно, ему плохо, он плачет, он негодует, он сопротивляется, он не принимает. Но когда хорошо, это безо всяких наслоений. Все отходит на второй план. Беседы с родителями. Они знают правду о состоянии ребенка и все же надеются на чудо. Но чтобы это чудо произошло, ребенку предстоит трудное испытание. Родители слушают и верят. Горюют и надеются. Что это большим концом возьмешь? Так, давайте я хочу. Операции все тяжелые, это мои. Для меня не существует таких операций, где вот надо сложить оружие. Мудрость приходит с годами. Накопление опыта. Это все с годами. Если человек занят постоянно своим делом, я думаю, что его никакая ни пельс, никакой ни склероз его не скрутит. Потому что он постоянно вот в сфере своей категории мыслей. Профессору Пулатову ежедневно приходится отвечать на множество вопросов. Студентам и коллегам, родителям своих маленьких пациентов, самому себе. Его труды получили международное признание. Предложены новые методики операций. Так что же главное для вас, Азам Таирович? Самая главная должность, наверное, должность врача. Наверное.